Утро в семье Педиевых из Датыха начинается с огорода. На этот раз они все вместе собирают огурцы с приусадебного участка. Задача за несколько часов собрать все поспевшие. Часть Педиева оставят себе на обед и ужин. Остальное можно и продать. Все-то не съесть. Ислам, расскажи, что ты делаешь? Я собираю огурцы. Да, сколько собрал? Почти ведро, да? Да, И давно здесь работаешь в огороде? да, Нравится тебе в огороде водиться? да. А что ты еще делаешь, кроме как огурцы собираешь? Собираю в огороде картошку. Пока дети и супруга заняты сбором урожая, глава семейства проверяет состояние пчелиных ульев. Всего у него более 20 пчелосемей. Перед осмотром ульи нужно обязательно обработать дым-пушкой. После такой процедуры пчелы становятся спокойными, и вероятность быть укушенным сводится к нулю. Одну за другой под гул полосатых трудяг Магомед осматривает пчелиные соты. Цаткаятях шуды. Эгер халаул чхан шконық ити ицат ах шконық қанян ушиз белер сунстер хавул яна қост этнақат хатиян урсуд ах уноқри хаммаш тцухана мол қидр қидр хайет корда ацир ах таншер цумогыш хан этнақ барсы буш ждержигиш дейрсет ах шола шерьеге бисаж этмақ белер ах док икашт дадита сайық яқра асулты хайық царс безым чам дацу буалыш лилыш ица этна хаты ица юх хадулдир азир. Помимо пчел у Магомеда Педиева есть и домашний скот. Коровы, овцы, кони. Имеются даже несколько буйволов. Сейчас все они находятся на выпасе. Есть в хозяйстве и единственная домашняя кошка. Найда отвечает за популяцию мышей на участке. Хоят бы жертва сайт устава таган истада гамш кокурики гамш курики сагорие котумыжи. Магомед, будучи ребенком, любил возиться в земле. Он с родителями содержал домашний скот и огород. Сейчас фермер передает свои знания детям. В большой семье Педиевых 13 человек, и каждый находит дело по душе. Вот у нас в основном по деревьям я сам вот научился, а вот по огородам у нас всю жизнь мать вместе с матерью, у нас девочек не было, я с матерью полоть, кукурузу брать, за огородом ухаживать, я постоянно помогал матери. На 20 сотках земли Магомед Педиев выращивает несколько десятков разновидностей овощей, фруктов и ягод. Самое удивительное, что все это он успевает совмещать с официальной работой. Магомед управделами местной администрации. С 9 утра и до 6 вечера он на работе, а в остальное время занят огородом и хозяйством. Мужчина любит экспериментировать и выращивает непривычные для региона ягоды и цветы. Это лаванда, теплолюбивое растение. Он растет в Крыму, вот в теплых местах. У нас он редко, но этот уже акклиматизированный сорт. Купили мы весной один куст, чтобы его размножить. В следующем году получить больше. У нас свои саженцы будут. Вот мы берем вот такой этот черенок, прикапываем его и почаще поливаем. И у нас свой собственный куст будет. Несколько кустов будет в следующем году. Что еще у вас здесь? У нас здесь вот красная смородина. У нас саженцы из черенков этого года. У нас вот одна смородина росла красная. Из одного у меня 30 саженцев вот получилось. Магомед – один из 16 человек Сунжинского района, которые решили принять участие в конкурсе «Лучшее подсобное хозяйство Ингушетии». Документы мужчина сдал, и вот сейчас к нему приехала районная комиссия, чтобы проверить, действительно ли данные из анкеты совпадают с реальным состоянием дел. В состав этой комиссии вошли заместитель главы администрации района и председатель райсовета. Хорошая дружная семья, хороший, на самом деле, очень ухоженный участок. Особенно поражает и разнообразие культур.
Удивительно, как даже получается. Я так понимаю, вы первый этап проверки, да? Потом будет Минсельхоз проверка. Да. Мы на муниципальном уровне создали свою комиссию. До тых оно в тяжелые времена население отсюда покинуло, сельское поселение, поэтому здесь на сегодняшний день всего лишь 3 хозяйства. И очень важно, чтобы вот таким людям, которые возрождение села начинают именно с сельского хозяйства, с огорода, вот чтобы им была оказана поддержка, помощь. Я думаю, он достойный претендент на получение гранта вот именно в этом конкурсе. Датых – одно из самых отдаленных и малонаселенных сел республики. Здесь проживают около 10 семей. А Педиевы – одни из первых, кто сюда вернулся и начал работать на земле. Всего за 2 года они сумели завести большое хозяйство, привести в порядок дом, а их большому огороду могут позавидовать даже заядлые огородники. У нас в огороде, вот, начиная с помидоров, картофель, кукуруза, тыква. Дальше у нас вот кукуруза, огурцы. Дальше у нас дыня. Дальше вот капуста. Капуста у нас 5 видов. Есть ранняя, июньская, московская, поздняя, белорусская. И 2 сорта цветных, белая и розовая. 300 саженцев у нас ивы, сортовой сорт красноталь называется, для лозоплетения. То есть мы для забора, для озеленения села, чтобы у нас здесь было не ездить куда-то покупать, мы у себя посадили. Приусадебное хозяйство для Педиевых не только хобби и средство пропитания, но и дополнительный заработок. Мед, молочная продукция, овощи приносят доход. А для большой семьи каждая копейка важна. И поэтому Магомед решил принять участие в конкурсе. А в случае победы уже определился, на что потратит призовые. Будем обновлять забор, дом подремонтируем и мы можем, как сказать, механизированный полив у нас организовать, капельное орошение, подвести воду. В этом есть необходимость, да? В этом есть необходимость, потому что вот уже 1-2 недели засуха стоит. Ну а после работ традиционно глава семейства Магомед приглашает всех на обед. Отказывать разделить стол на Кавказе неприлично. Почти все, что находится на столе, исключительно домашнего производства. Вареный картофель, огурцы, сметана, сыр и мед в сотах – это результат труда всех домочадцев. Даже соль здесь своя. Муслим Ганиев, Адам Далаков. Новости 24.